Спортсмены из Башкортостана примут участие в 5-х Всемирных играх кочевников в Астане. Это стартуют игры 8 сентября. Ну а о видах спорта, о нашей делегации нам расскажет президент Федерации масс-рестлинга Раиль Бикмаев. Также Раиль Бикмаев является руководителем делегации, башкирской делегации на играх кочевников. Здравствуйте, Раиль Идрисович. Расскажите, что же это за турнир такой, Всемирные игры кочевников, и почему они интересны на мировой арене и зрителям? Что там самого интересного по видам спорта и остальные какие-то интересные тонкости? Ну, хотелось бы сказать, что Всемирные игры кочевников – это, наверное, такая высшая ступень национальных и этнических видов спорта. Это как своего рода олимпиада, наверное, по национальным видам спорта. И, конечно же, для наших спортсменов это, наверное, большая честь, большое, наверное, удовольствие принять участие в 5-х Всемирных играх кочевников. Если сказать, что игры кочевников проводятся только раз в 2 года, и в этом году принимающая сторона – это город Астана, Республика Казахстан. Организатор обещает сделать это очень красочно, очень ярко. Вот посмотреть, если даже, допустим, по практике прошлых лет, допустим, да, то это очень масштабно, очень зрелищно проходит. Вот. Для нас, наверное, для Республики Башкортостан участие во Всемирных играх кочевников это уже не ново. Наши же спортсмены 3 года подряд уже показывают 3 цикла подряд, скажем, показывают очень хорошие результаты. По видам борьбы у нас очень достойно представляют спортсмены. Конечно же, по стрельбе из лука, по скачкам, по конно-верховой стрельбе из лука очень достойные результаты показывали наши спортсмены в прошлые года. И в этом году у нас очень усиленная, скажем так, такая сборная едет в составе сборной России. Если по практике прошлых лет, допустим, субъекты федеративных государств могли принимать участие как именно национальные свои сборные своих субъектов Российской Федерации. В этом году руководством Министерства спорта России, Комитетом национальных и олимпийских видов спорта, ну и, конечно же, по соглашению, наверное, с регионами, да, было принято решение, что будет одна страна, одна команда. И мы, как башкирские спортсмены, будем представлять не только Республику Башкортостан, но и, в первую очередь, конечно же, нашу общую единую родину, это Российскую Федерацию. То есть результаты будут потом учитываться только как от российских спортсменов? Или все-таки будут отдельно так, какой-то неофициальный зачет и по республикам, чтобы было какое-то понимание? Спортсмены Республики Башкортостан будут, скажем так, бороться за то, чтобы пополнить копилку сборной России по национальным этническим видам спорта. Вот, наверное, так будет правильно сказать. Насколько изменилась программа, то есть остались все основные виды спорта, да, куреш, масс-рестлинг, что еще, какие будут виды спорта? Появились новые виды у нас, появились некоторые интеллектуальные виды спорта, появились виды спорта из Казахстана, то есть есть ряд определенных изменений, но основные фундаментальные виды спорта, они остались, и, конечно же, наши спортсмены к этому готовы, наши спортсмены проходили квалификационные отборы для того, чтобы право принять участие в составе сборной России. Конечно же, это большая честь, потому что наша сборная на сегодняшний день, представители из Республики Башкортостан, у нас сегодня в составе сборной России 37 участников, 37 всего мест, то есть, которые мы представляем. Это только спортсмены или не только спортсмены? 37. Кто 37 это спортсмены, это тренеры, это представители, это у нас научная программа у нас будет отдельно представлена на Всемирных играх кочевников. Вот в совокупности мы квоту из 37 мест мы забираем. Какая задача ставится сейчас перед спортсменами? Вы говорите, что стабильно и традиционно сборная Башкортостана показывает уверенный результат по определенным видам спорта, особенно это заметно. А вот сейчас, в этом году, какую-то задачу поставили? Это попасть в тройку или просто достойно выступить? Задача, конечно, как всегда, это показать, в первую очередь, мы, конечно же, за свою страну боремся, да, то есть показать, чтобы все-таки сборная России, она очень сильная, очень достойная, и в этом году задача максимально лучший результат показать, наверное, в сравнении даже с прошлыми годами. Ну и задача, чтобы сборная России все-таки стала номером 1 и показала, что Россия это сила, Россия это мощь.
в общем-то, такая очень важная наша, наверное, задача. В составе делегации, кроме спортсменов и атлетов, еще представители научных конференций. Почему? То есть там будут какие-то совещания, что-то друг у друга можно будет почерпнуть региону? Ну, у нашего региона есть очень большой, богатый опыт именно по развитию национальных и этнических видов спорта. Конечно же, у нас есть такой фестиваль «Башкирская лошадь», вот, очень 3 года уже подряд мы проводим, да, вот, то есть, если, допустим, фестиваль кочевых культур, различные вот именно национальные этнические виды спорта, которые представлены во всемирных играх кочевников, они у нас, аналогия, скажем так, этих игр, она у нас уже проводится, уже как минимум 3 года подряд, а может и больше. Соответственно, это стало импульсом, стало это причиной того, что мы на всемирных играх кочевников представлены большим составом. Потому что вот эти квалификационные отборы, то есть этот опыт уже, соревновательный опыт, он уже накладывает на нас именно то уже преимущество, скажем так, да, для наших спортсменов, для нашего региона, того, что национальные этнические виды спорта, они у нас не только, скажем так, органически, да, сами спортсмены только хотят, но и руководство республики у нас, вот Ради Фаритович у нас тоже очень сильно поддерживает такие именно начинания наши, то, что вот именно фестиваль даже «Башкирская лошадь» в этом году очень красиво, красочно прошел. Там у нас были и конно-верховые виды спорта, и стрельба из лука, и конно-верховая стрельба из лука. Ну и, конечно же, спортивный блок был представлен 4 видами борьбы. Был у нас там масс-рестлинг, был у нас многоборье бейга, то есть очень именно те виды состязаний, которые формируют, скажем так, именно нашу дальнейшую вот эту сборную Башкортостана, всевозможные квалификационные отборы. Именно. Можно это, наверное, назвать как вот участие в фестивале «Башкирская лошадь», можно уж назвать даже своего рода как квалификационный отбор на то, чтобы принять участие там, в составе сборной России. На игры кочевников. Да, конечно. То есть это тоже, это очень, потому что там очень высокая конкуренция, и ежегодно у нас количество спортсменов, и, естественно, уровень их мастерства, он растет. Ну и стремительно это все дело развивается. Ну и самое важное, что наше население, наши спортсмены, наша, скажем так, общественность, она очень хорошо это понимает. И она активно в этом принимает участие. Давайте мы как раз поговорим про самих спортсменов. Конкретно вы, так как вы представитель Федерации масс-рестлинга Башкортостана, вам, соответственно, попроще объяснить, кто и почему едет от республики на игры кочевников в Астану. Сколько спортсменов, масс-рестлеров? Ну, давай начнем с того, что вообще официально у нас 3 спортсмена прошли квалификационный отбор за право принять участие в составе сборной России. Но так получается, что у ряда спортсменов было, так скажем так, из них только, к сожалению, только один только смог примет участие. Кто это? Это Шагисултанова Лейла у нас, она у нас уже в этом году стала призером чемпионата России. Также 2 призера чемпионата России, это у нас Сычев Алексей. У него было право выбора, скажем так, да, то есть либо он примет участие на чемпионате мира в Кыргызстане, либо он примет участие на всемирных играх кочевников. Ну, мы с уважением отнеслись к выбору нашего спортсмена, ну и, естественно, он поедет у нас в ноябре месяце в город Бишкек на право участия, скажем так, в составе сборной России на чемпионате мира. Также у нас Вагапов Денис, он также прошел у нас квалификационный отбор на всемирные игры кочевников, но в этом году по рекомендации дирекции всемирных игр кочевников там ряд категорий, ряд именно видов спорта немного сократили, и, к сожалению, получилось, что его категория, она осталась, сократили его категорию. У нас есть представительница Лейла. Да, у нас есть представительница Лейла. У нас Вагапов Денис в итоге у нас прошел квалификационный отбор на Powerful Nomad, или как силовой экстрим, и будет представлять, как единственный представитель от сборной России, он будет представлять у нас на силовом экстриме. Ну, Лейла 3-й номер сборной России, да? Так что у нее все-таки есть опыт выступлений на турнирах различного уровня, мирового очень большой тоже. Опыт, да, очень большой багаж выступлений. Уже
3 чемпионата России она уже очень достойно выступила, и с каждым годом ее уровень мастерства растет. Ну, будем надеяться, что она покажет. Что все это ей поможет выступить достойно в Астане. Расскажите немножко о вашем виде спорта. Он такой необычный, все-таки перетягивание палки, назовем это так, прям чтобы было совершенно просто. Какие виды мышц там задействованы, и чтобы попасть в ваш вид спорта, из какого вида спорта прийти лучше? Может быть, это гимнастика, гребля, что-то другое? Ну, по поводу того, что с какого вида, наверное, вот достойно у нас вот очень скалолазы выступают, пауэрлифтеры, ну и вообще люди некоторые начинают именно с масс-рестлинга, некоторые юноши, то есть все зависит от базовой, то есть подготовленности. Гиревой спорт очень достойно у нас показывает результаты. То есть какое-то базовое начало именно силовых видов спорта больше ориентировано. Какие районы республики в основном поставляют вот уже для сборной Башкортостана масс-рестлеров? Ну, хотелось бы отметить, наверное, в этом году у нас очень хорошо показывают результаты Дюртюлинский район. Затем у нас идет очень достойно, это Чикмагуш, Учелинский район, Бурзян очень неплохо у нас показывает, Абзелиловский район, то есть очень тоже ребята стараются. Ну и хотелось бы отметить, что ежегодно у нас конкуренция, она растет в масс-рестлинге. Вот в этом году у нас 21 сентября у нас будет фестиваль национальных народных видов спорта в Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой. 5 октября у нас будет первенство Республики Башкортостан на право принять участие в составе сборной Республики Башкортостан на первенстве России, которое пройдет, кстати, в городе Уфа с 21 по 23 ноября. Также 5 октября в городе Ишимбай у нас пройдут спортивные сельские игры среди взрослых команд уже по масс-рестлингу. То есть очень огромная работа в этом направлении ведется по развитию именно масс-рестлинга. Ну и в этом году мы намерены на первенстве России показать хороший результат. Наши башкирские спортсмены. Не так много времени у нас остается. Давайте я просто вас спрошу. Я знаю, что студенческий спорт очень хорошо развит здесь и показывают результаты наши студенты в масс-рестлинге. Кроме студентов, все-таки какой возраст лучше заходит в этот вид спорта и где еще можно добиться результатов? То есть по ветеранам есть какие-то турниры или вот все-таки это в основном только пока студенческое направление? Ну, в этом году планируется чемпионат мира среди мастеров как раз в Бишкеке. Мы планируем все-таки пару наших ветеранов, скажем так, представить. У нас есть очень такие талантливые люди, как Поздняков Олег, вот он 56 лет, но он очень достойно, скажем так, с молодежью нашей борется, и мы почему-то очень надеемся, что наш Олег Владимирович, так скажем так, да, он покажет достойный результат на данном событии. Раиль Идрисович, спасибо вам большое. Я желаю всей команде республики и сборной России успехов на соревнованиях в Астане. И напомню нашим зрителям, мы общались и разговаривали о предстоящих играх, всемирных играх кочевников, которые стартуют уже 8 сентября. И прощаюсь со зрителями. Всего доброго.